Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Безопасность превыше всего. В городе появляются новые пешеходные переходы и современное уличное освещение. Сотрудники городской администрации и бюджетных учреждений активно вакцинируются. Мобильные бригады медиков выезжают на предприятия. Они любят малышей и с радостью отдают им частичку себя. Работники дошкольного образования отмечают профессиональный праздник. Конкурсы профмастерства и истории успеха настоящих мастеров своего дела. Интинские студенты участвуют в тематических мероприятиях и встречаются со спикерами. Этим летом в Инте по решению совместной комиссии по безопасности дорожного движения оборудовали 2 новых пешеходных перехода. Зебры появились возле дома номер 1 по улице Дзержинского, а также по адресу Куратова, 70, напротив магазина «Светофор». Дорожная карта города пополнилась 2 новыми пешеходными переходами. В этом сезоне были оборудованы пешеходники по 2 адресам. Их выбрали не случайно. Это места, вблизи которых нет обустроенных переходов, и горожанам приходилось пересекать проезжую часть, нарушая правила дорожного движения. Данные пешеходные переходы уже установлены, нанесена разметка, дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2, то есть пешеходный переход обозначающий. Данный вопрос уже на повестке стоял около 1,5-2 лет. Наконец-то все это с мертвой точки сдвинулось, и эти пешеходные переходы сделаны. То есть напротив магазина «Светофор» он был нужен, этот пешеходный переход, потому что пешеходопоток там значительно вырос за последнее время, так как появился сетевой магазин, и люди стали ходить через дорогу в большом количестве. Также у нас там было дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода, это где-то 1,5 года назад, где женщину сбили. Поэтому было принято решение, что пешеходный переход в этом месте надо будет устанавливать. Ну и, соответственно, на Дзержинского 1. Там перекресток у нас, получается, людям негде переходить, так как живут на Дзержинского 1 не один человек, не 2. Также было принято решение об установке пешеходного перехода на данном участке дороги. Данные пешеходные переходы внесены в дислокацию транспортной системы города Инта. К обустройству новых пешеходных переходов приступили еще в июле. На обоих участках были размещены бетонные плиты, смонтировано перильное ограждение, нанесена разметка и установлены соответствующие дорожные знаки. В этом году у нас был проведен аукцион на ремонт оборудования 2 новых пешеходных переходов. Подрядчик у нас местный, Волощук Александр Сергеевич. Контракт у нас заключен почти на 1,5 миллиона. Очень много было жалоб. Жители Дзержинского 1 очень долго просили. Сколько помню, уже, наверное, 5-й год жители просили, чтобы сделали им нормальный пешеходный переход, потому что здесь очень тяжело переходить. И дети в школу ходят, и взрослые, и пенсионеры, все ходят, очень тяжело. Вроде как центр города, а самого элементарного нет. Ну вот, наконец-то у нас выделены были деньги, предусмотрели в программе. И сделали 1 пешеходный переход на Дзержинского 1, совершенно новый, оборудованный со всеми ГОСТами, как положено. Перила, освещение сделали, пешеходный переход. И такой же точно самый пешеходный переход у нас сделан на Куратова, 74. Прямо, чтобы жители переходили к магазину «Светофор». Там также было очень много жалоб, очень много просьб. Было даже одно ДТП у нас там. Слава богу, без смертельных случаев, но было. И поэтому сделали в этом году. Завершающий этап обустройства переходов – установка дополнительного освещения. На каждой зебре появилась по 1 опоре со светодиодными фонарями. Их монтаж подрядчик провел в минувшие выходные. Были задержки у нас с железной дорогой, перебои. Ждали, в принципе, да, пешеходные переходы давно были сделаны, а ждали опоры. Вот они пришли, их установили. Конкретно на пешеходном переходе на Дзержинского 1 еще будет дополнительно переделан основная опора уличного освещения дорожного. Она будет перенесена на другую сторону, потому что она сейчас заваливается, создает угрозу жителям, не дай бог, может упасть. В ближайшее время, наверное, я думаю, на этой неделе она будет установлена, зафиксирована и подключена. Оба новых пешеходных перехода не регулируемы, не оборудованные светофорами.
Почему где-то идеальная чистота и порядок, а где-то все завалено мусором? Возле одной из контейнерных площадок в самом центре города регулярно образовывается настоящая свалка из картонных коробок и другой использованной упаковочной тары. Недобросовестные предприниматели не задумываются о комфорте людей. Жители домов 22 и 24 по улице Куратова бьют тревогу. Контейнерная площадка то и дело завалена картонными коробками, деревянными ящиками, поддонами и мусором, которые растаскивают по округе собаки. К дворникам управляющей компании и региональному оператору у людей нет претензий. На площадке установлено 7 новых современных контейнеров. Твердые коммунальные отходы вывозятся регулярно. Мусорные баки опустошаются своевременно. Однако территория возле контейнерной площадки бывает чистой крайне редко. Причина в предпринимателях, которые постоянно складируют использованную упаковочную тару возле баков. Уважаемые предприниматели, обращаемся к вам, потому что, возможно, вы не знаете, но с 1 сентября регоператор принял решение: больше к магазинам машина не подъезжает и не забирает ваш мусор. Вы вывозите мусор на контейнерные площадки многоквартирных жилых домов. Эти площадки оборудованы контейнерами. Мусор надо складывать в контейнеры. Вы его складываете рядом, ваши картонные коробки, пластиковые коробки, деревянные коробки. Вы складываете рядом. Водитель машины, который забирает, выгружает контейнеры, он не будет ваш мусор складывать в эти контейнеры. Управляющая компания, уборщики, которые с утра подметают мусор, который, возможно, собаки растащили, или кто-то из жильцов посчитал нужным не в контейнер сложить, а рядом. Они убирают этот мусор, но ваши коробки они тоже не обязаны складывать в контейнерные ящики. Очень просим вас, если вы знаете, что кто-то из ваших предпринимателей не смотрит Пятый канал, не читает электронную почту, вдруг не знает и продолжает складывать рядом, донесите, пожалуйста, эту информацию. Пусть наш город будет чистым. В Инте началась прививочная кампания. Жителей города вакцинируют прямо на рабочих местах. Традиционно выездная бригада медиков работала в здании городской администрации. Интинцев прививали от гриппа и коронавирусной инфекции. Перед кабинетом, где проходила вакцинация, выстроилась немалая очередь. На прививку записалось более 70 человек. Это работники сферы образования и культуры, сотрудники мэрии. Выездные вакцинации мы уже применяем не первый год. Это очень удобно для коллективов, которые работают на каждый день, и у них короткие, скажем так, на выходных они не могут выбраться в прививочный кабинет по своим каким-то личным причинам. Ну и во-вторых, это удобно для нас, потому что это идет сразу массовая вакцинация. Мы выезжаем в образовательные организации, выезжаем в администрацию города, и по вызову других предприятий мы тоже ездим, в ЖЭКи мы выезжаем, поэтому это у нас уже настроенная работа. Вот мы сегодня сделали выезд в администрацию, сегодня же запланирован у нас выезд на 10-ю школу, и уже на следующую неделю расписан график выездов прививочной бригады. Будет выезд еще прививочной бригады в села, где у нас на сегодняшний день нет медицинских работников. Это село Косьевом и село Петрунь в ближайшее время. Многие из пришедших решились на одномоментную вакцинацию и против гриппа, и против COVID-19. По их словам, это очень удобно. Сразу защитить организм от возможных осложнений инфекционных заболеваний. Сегодня в баню не ходить, душ принимать можно, мочалкой это место не тереть, алкоголь 3 дня не употреблять. То же самое, только употреблять алкоголь можно, но поднимаемся на пункт 1, употреблять нельзя. Ирина Рогова, сотрудница Дворца культуры и техники, вакцинируется ежегодно. Женщина считает, что последствия болезни лучше предупредить, чем потом долго и упорно лечиться. Прививку делает не только она одна, но и другие сотрудники учреждения культуры. На сегодняшний день мы вакцинируем граждан вакциной Ультрикс Квадри, она 4-валентная, на сегодняшний день она самая лучшая.
Я не единственная, нас несколько человек, которые пришли заботиться о своем здоровье. Прививки мы делаем по расписанию, как положено, через определенный промежуток времени, ревакцинация, от гриппа ежегодно, тем более такая прививка самая лучшая на сегодняшний день. 2 прививки я делаю второй раз, в прошлый раз тоже в администрации мы делали и от ковида, и от гриппа. Чувствую себя прекрасно, все замечательно. Вакцинация была и остается самой эффективной мерой профилактики. Осенние месяцы – это оптимальный период иммунизации организма, пока инфекция не начала массово распространяться. Посоветовали, что вроде бы как лучше 2 компонента делать сразу. И грипп, И грипп, и ковид. Да. А вообще как относитесь к вакцинации? Положительно? Положительно. Каждый год делаю от гриппа. Довольна. Раньше всегда делала детям. Думаю, ну как, надо сначала саму попробовать, какая реакция буду, как я отреагирую на это, прежде чем своих детей колоть. Ну, как бы все нормально пока было, поэтому не боюсь повторять. В начале месяца в наш город поступила партия вакцины от гриппа для взрослого и детского населения. В общей сложности имеется порядка 6500 доз. У нас на сегодняшний день имеется вакцина в достаточном количестве. У нас Ультрикс Квадри, Совигрипп и Совигрипп детский. Интинцы не забывают о такой угрозе, как коронавирус. Все мы помним то время, когда массово болело население, когда инфекционные отделения были переполнены. Многие считают, что делать прививку от COVID-19 нужно в обязательном порядке. К сожалению, новогодние праздники 2020-2021 года я провела на больничной койке, потому что сильно заболела коронавирусом. Заболела я в дороге, будучи в путешествии, поэтому очень для меня это было неожиданно. Сначала думала, что какое-то легкое недомогание, потом становилось все тяжелее и тяжелее. Конечно, остались последствия, очень долго лечилась и для себя сделала вывод, что очень пожалела, что я своевременно не сделала прививку, когда шла агитационная работа, разъяснительная работа. Я считала, что у меня крепкий иммунитет, я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, и я считала, что мой организм не подвернется такой ситуации, но, к сожалению, меня эта беда тоже не обошла стороной. Поэтому, как только начинается прививочная кампания и подходит время ревакцинации, я обязательно поддерживаю такие мероприятия и в первую очередь иду и вакцинироваться против гриппа, и проходить ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Работаем в образовании, общаемся с широким кругом людей, со школьниками, с родителями, с коллегами, поэтому лучше себя обезопасить. В республике в целом планируется привить от гриппа не менее 60% населения. Вакцинация рекомендуется тем интинцам, которые по роду своей деятельности общаются с большим количеством людей. Это медработники, сотрудники образовательных учреждений, торговли и транспорта. Отметим, что работники бюджетной сферы активно проявляют себя и идут вакцинироваться в числе первых. Я вообще активный сторонник прививочной кампании и прививаюсь от ковида сейчас уже в 3-й раз. Я сделала в позапрошлом году 2 компонента, вот в прошлом году в январе 2 компонента, вот сейчас наступил сентябрь, снова я прививаюсь. Переношу я прививки нормально, поэтому никаких предубеждений у меня нет. В прошлом году я не болела гриппом, потому что кроме ковида я еще привилась от гриппа. Ну, пока меня еще Бог миловал и ковидом я не болела. Надеюсь, что прививки мне помогут, и всех призываю спокойно к этому относиться. Интинцы также могут делать прививку от коронавируса и гриппа в прививочном кабинете номер 107 поликлиники номер 1. Режим работы в будние дни с 9 до 12 часов, в субботу с 10 до 12 часов. Жителям региона советуют использовать средства индивидуальной защиты. В указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности внесены изменения. С 26 сентября гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Маски и дезинфицирующие средства при проезде в общественном транспорте, а также при нахождении в местах массового скопления людей, объектах торговли, аптечных пунктах, организациях бытового обслуживания населения и других общественных местах. С началом осени в Республике Коми стала расти заболеваемость коронавирусом. Каждый день ковид выявляется у более чем 300 человек. Специалисты советуют не забывать о мерах предосторожности. Необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и все работники дошкольного образования. Заведующие, няни, музыкальные работники – все принимают поздравления и слова благодарности за чуткость, отзывчивость и внимание к детям. За то, что готовят малышей к школе, учат их с самого маленького возраста понимать и видеть прекрасное. На данный момент в Инте работает 5 детских садов. В сельских населенных пунктах группы для малышей открыты при школах. Во всех садиках созданы максимально комфортные условия для детей. С малышами работают высококвалифицированные специалисты, способные найти подход к каждому ребенку. С ранних лет ребятишки занимаются искусством, физической культурой, образовательной деятельностью. В данной профессии я работаю уже 15 лет и выбрала ее не просто так, потому что родители мои тоже были педагогами. И каждый день после школы, как сейчас помню, прибегала к маме в детский сад и видела все время, что там так весело, там помогала маме готовить пособие к занятиям. Анастасия Нищерякова еще в детстве решила пойти по стопам мамы и стать воспитателем. По окончании школы ее желание не изменилось. Девушка поступила в Сыктывкарский педагогический институт и уже на 3-м курсе стала работать в детском саду. Тут скучно не бывает, тут радостно, тут каждый день это как что-то новое. И дети настолько тебя вдохновляют, что ты просто идешь на работу с такой радостью и хочется заботиться, воспитывать, любить прежде всего детей. И с удовольствием, с большим удовольствием иду на работу. И у меня даже никогда не возникло мысли о том, что это не мое. Это прям действительно мое. Это как образ жизни моей. Да? То есть я уже с самого маленького по ступеням сначала приходила в качестве гостя, а потом пришла в качестве уже воспитателя работать. Случайных людей в профессии воспитатель обычно не бывает. Для многих работников дошкольного образования их детские сады стали почти родным домом. Они любят малышей и с радостью отдают им свои душу и сердце. На их глазах выросли сотни интинских ребятишек. Педагоги помнят каждого ребенка. Когда выпускаешь ребенка, и прям всегда со слезами на глазах, всегда, любой выпуск, это у меня большая, честно говоря, такая душевная трагедия, потому что расстаешься, и ты не понимаешь, что все, что ты их уже, они только прибегут к тебе сюда, заглянут, обнимаешь, целуешь, встречаешь на улице, всегда обнимают, целуют, сейчас уже они взрослые, первый выпуск, и до сих пор помнят, здороваются, и мы помним, и следим за их жизнью, за их успехами, и поэтому очень всегда так трепетно. Наталья Лесная – воспитатель подготовительной группы «Звездочка». В детском саду Крепыш она работает с 1997 года. Свой трудовой стаж начинала в 18-летнем возрасте с должности помощника воспитателя. Попала я, можно так сказать, случайно сюда, не собиралась работать здесь долго, временно попала на место декрета сотрудника. И первоначально я работала младшим воспитателем очень долгое время, но вообще в детском саду случайных людей не бывает. Здесь надолго не задерживаются, если это не их, допустим. Здесь, конечно, нужно любить детей, нужно быть творческим человеком, нужно развиваться. Я подумала, почему бы и нет. Закончила я Воркутинский педагогический колледж и уже 5 лет работаю воспитателем. Работники дошкольных учреждений обладают незаурядным энтузиазмом и фантазией. Они умеют общаться с детьми на их уровне. По словам воспитателей, работать с малышами очень интересно. Каждый день в детском саду происходит что-то занимательное. Это маленькое приключение каждый день. Начиная от того, как мы детей принимаем, и заканчивая рабочий день. Дети очень любят задавать вопросы. Возраст почемучек такой очень интересный. И здесь нужно всегда мобильная готовность должна быть, умение ответить на их вопросы, потому что вопросы, бывают иногда очень такие интересные. Интинские детские сады посещают более 1000 малышей. Все дошкольные образовательные учреждения соответствуют необходимым требованиям и позволяют обеспечить запросы детей и родителей на получение качественных и доступных образовательных услуг. Под особой заботой дети с ограниченными возможностями здоровья. В садах работают группы компенсирующей направленности, где воспитываются и развиваются дети с нарушением речи, зрения, задержкой развития и сложными дефектами.
История успеха. Под таким названием в Интинском политехническом техникуме проходят встречи и беседы с представителями профессиональной среды. Студенты и педагогический коллектив образовательного учреждения готовятся к праздничным мероприятиям. В этом году впервые вся страна готовится отметить День среднего профессионального образования 2 октября. Праздник установлен указом президента России в 2021 году. В Интинском политехническом техникуме праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, начались заранее и будут проходить на протяжении нескольких недель. В нашем техникуме вот уже в течение месяца у нас проходят мероприятия. Но это прежде всего круглые столы, встречи. Вот особенно цикл встреч – это история успеха, где ребята встречаются со спикерами, которые успешно обучались у нас, даже не успешно обучались, они обучались у нас, они нашли дорогу в жизни. Это в основном наши бывшие сотрудники, это наши бывшие выпускники. То есть бывших не бывает, они совечные, наши. Вот как раз с ними ребята встречаются, общаются, напутственные слова не слышат. Вот такие приятные встречи. В рамках празднования Дня среднего профессионального образования на базе Интинского техникума уже прошел ряд тематических мероприятий, таких как классные часы, круглые столы и разнообразные викторины и мастер-классы. На этой учебной неделе стартовал цикл встреч и бесед с представителями профессиональной среды под названием «История успеха». Героем первой встречи стала Татьяна Николаевна Косарева, которая 20 лет проработала в техникуме мастером производственного обучения. Прежде всего, она ветеран труда. Она победитель республиканского конкурса «Мастер года». Это высший пилотаж, считается уже в профессии педагога, мастера. Она стала победителем республиканского конкурса «Мастер года». Является экспертом в технологии сварочных работ на республиканских соревнованиях «Лучший по профессии». Это тоже не каждому такое удостоверение дают, да, Татьяна Николаевна? Дальше. Медаль «Трудовая слава» 3-й степени. Почетные грамоты Министерства образования Российской Федерации, Министерства Республики Коми. Мы пытались подготовиться к этой встрече, пытались посчитать, сколько этих грамот. Вы знаете, их очень много. Вот именно Российской Федерации и Республики Коми. И портрет ее занесен на доску почета «Лучший по профессии». Ее фотография находится в Сыктывкаре. Стать сварщиком Татьяна Николаевна мечтала с самого детства. Обычную сельскую 13-летнюю девочку чрезмерно впечатлила и вдохновила девушка-сварщица, героиня фильма «Высота». После 8 класса я подала документы, вернее, написала заявление сюда. Вот тогда он еще назывался СГПТУ-13, училище было. Мне пришел отказ, что группа переполнена. Я пошла, отучилась 9-10, закончила. Кстати, я училась хорошо, как бы без троек, ну, это как бы так. И закончив 10 классов, я сюда уже сама приехала, подала заявление, документы, и я училась 1 год. Вот. Техническая группа, 1 год я отучилась на сварщика. Тогда в нашем училище, тогда еще, народу была тьма. Групп это невозможно. Раньше же учили и горняков, и слесарьки, и токарей, и кого только не учили. Все такие вот горные строительные профессии, маляры, штукатуры. Народу было очень много. И технических групп на базе 11 тоже было много. И вот закончив обучение, я пошла работать на деревообрабатывающий завод. На ДОЗе сварщиком-ремонтником Татьяна Николаевна отработала 18 лет. После ушла на горно-обогатительную фабрику «Капитальная». Параллельно с работой постоянно повышала уровень профмастерства. За эти годы работы в нашем училище я еще училась на вечерних курсах. Я выпустилась электросварщик ручной дуговой сварки 3-го разряда. Здесь я потом повышала квалификацию, электрогазосварщик уже 4-й, 5-й. Когда работали мы на ГУФ «Капитальной», нас сюда направили обучаться на резчиков. И вот каждый раз, как я сюда приходила на курсы, меня уговаривали перейти мастером.
В 2001 году Татьяна Косарева согласилась на предложение и вошла в коллектив Интинского политехнического техникума мастером производственного обучения. За 20 лет службы под ее чутким руководством выпустилось 8 групп, всего порядка 150 ребят. На встрече она не только поделилась со студентами историей своего успеха в профессиональном плане, но и дала очень много обычных жизненных советов. Также в рамках нового праздника с понедельника начались конкурсы профессионального мастерства. Сегодня проходит первый конкурс у нас среди системных администраторов. Вот, это начало у нас, но еще у нас будут также проходить конкурсы профмастерства среди поваров. То есть в течение месяца, и еще мы захватим еще октябрь, у нас будут эти празднования. Ну и, конечно, проходят викторины различные, там рисуют стенгазеты, плакаты. Вот, и вот в пятницу у нас планируется также тематическая, такая профессионально-фантазийная такая вот выставка, где ребята своими глазами увидят, допустим, из бросового материала, как можно оформить свою специальность, свою профессию. На сегодня в Интинском политехническом техникуме обучаются 224 студента в 10 группах. Направлений и специальностей много. На выходе юноши и девушки приобретут такие профессии, как графический дизайнер, электромонтер по ремонту сетей, повар, кондитер, продавец, контролер-кассир, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и мастер жилищно-коммунального хозяйства. На следующей неделе, в канун празднования Дня среднего профессионального образования, запланировано торжественное посвящение в профессию. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.